Но на самом деле чеченцы к нам, кумыкам, наверное, лучше всех относятся по сравнению с другими дагестанскими нациями. Ну, как сказать дагестанцами? Ну, другими нациями, которые на Северном Кавказе, да? Наверное, самые близкие к ним это ингуши. После ингушей, наверное, это гумки, кумыки. Вот. Они, альхамдулилля, очень хорошо к нам относятся. И они все время нас благодарят, нам напоминают то, что наши предки в свое время, в тяжелые времена, помогли чеченцам, когда была высылка. Вот. Многие кумыки их принимали к себе, вот, и помогали им избежать этой участи. Вот. Также я от самого чеченца слышал, он говорил, что во время высылки заставляли с Дагестана другие нации заселяться, в том числе и кумыков. Кумыки вернули им дома, вернули им скот и вернули то, что они нажили за этот период. И что для них было, конечно, очень приятно видеть от своих земляков, от своих братьев. А знаете почему? Потому что кумыки отнеслись к чеченцам очень благородно. Они знали, что их выслали без вины, и что после 12-летней отсылки оправдали, реабилитировали, признали акт высылки незаконным и вернули домой. И представьте, люди после 12-летних страданий приезжают к себе домой, а их дома заселены другими людьми. Кумыки поступили благородно, в отличие от других. Кумыки вернули дома и имущество чеченцам назад. Поэтому, пока я не вырос, я не знал, кто такие кумыки. То есть я не знал их, но знал, что это наши братья на генетическом уровне. У меня в крови было уже заложено, что кумыки наши братья. Поэтому, сказал Лермонтов, там за добро добро, и кровь за кровь, и ненависть безмерна, как любовь.